редакцию сайта ТВТН обратились жители города Алекминска. Юрий Петров и Сергей Плотников столкнулись с похожей проблемой. Мужчины хотели бы получить работу в охранном агентстве, но не могут пройти медицинскую комиссию по месту жительства. Ой, суть такая, что устраиваемся на работу в предприятие и не можем пройти медкомиссию там у нас на дому. Приходится ехать сюда, в Якутск, и проходить, то есть оплачивать за дорогу, за медкомиссию все оплачивать и ждать здесь долго истории проживания, питания. Ну, все как бы накладно, очень дорого выходит. Причина, по которой мужчины вынуждены проходить комиссию в другом городе, это отсутствие соответствующих бланков в районной больнице. Мы там не можем медкомиссию пройти, потому что какой-то бланк должен быть специальный от наркологов и психиатров. И нам, получается, приходится ехать сюда из-за двух врачей, тратить столько денег на эту медкомиссию. Злополучный бланк от нарколога и психиатра, как выяснилось в ходе беседы, это справка образца 002 ЧО/У. Документ, дающий гражданину право официально осуществлять частную охранную деятельность. Проблема заключается в чем? В получении медсправки частного охранника, удостоверения. Вернее, чтобы получить удостоверение частного охранника, сейчас нужно пройти медосмотр, получить вот эту медицинскую справку, новая форма. По словам мужчин, найти работу в Алекминске – большая удача. Юрий около 10 лет посвятил работе в органах, пока в 2010 году не попал под сокращение. Вы же раньше служили? Я раньше служил в органах МВД. И, так сказать, по специальности хочу дальше работать. А сколько лет вы работаете? 9 лет. Попал под сокращение потом. И вот, ну, так сказать, по специальности, потому что и там работал, охранял, так сказать, и сейчас то же самое, вот, охранное агентство. Учить мне ничего не надо. Но бумажка требуется. Вот именно все в бумажку упирается, вот это дело. А в Алекминске много работ? Работы нету. Находится так вот частично. Вот нашлась работа, вот, пришлось так поступать. Работы в Алекминске практически нету вообще. Там же все эти коммерсанты у нас. Этих коммерсантов надо охранять. Ну, они как охранять? Они своих нанимают. Без удостоверений, сторожами, там, кочегары, примут кочегаров. А он и кочегар, рабочий, сторож, дворник, все в кучу. Зарплата маленькая совсем. И то не залезешь туда. Все по знакомству. Вакансии для обоих по-прежнему открыты, но принять их на работу без официального удостоверения организация не может. На сегодняшний день это одна из самых, как бы сказать, больных тем для охранных агентств, потому что мы не можем устроить на работу гражданина, если у него нет удостоверения охранника. Чтобы получить удостоверение охранника, они должны сначала пройти медкомиссию, получить справку, после чего они обращаются в учебный центр, там обучаются, потом сдают экзамены и получают удостоверение охранника в Росгвардии. После этого мы можем принять на работу, так как согласно федеральному закону мы принимаем охранника 4, 5 или 6 разряда. Если у них нет удостоверения охранника, мы, к сожалению, не можем принять. Ситуация для Сергея усугубилась еще и тем, что из-за сахарного диабета он регулярно вынужден принимать лекарства, по причине которых здешние наркологи отказываются ставить печать о прохождении медицинской комиссии. Они вот нас закрывают и говорят, что приехать надо через 4 недели повторно сдавать анализы. А как я, допустим, если у меня сахарный диабет, я принимаю таблетки, и все, я все равно их каждый день принимаю. И у меня оно не будет выходить. Но единственное, что привезти рецепты им оттуда, сюда. Или отправить как-то электронно, или еще что-нибудь, чтобы они сделали. Потому что там есть какие-то погрешности, что можно так. А если бы вот этот бланк у вас был бы? Было бы проще. Намного проще. Потому что, как сказать... Ой, у нас там бы по цене-то ничего не выходило. В основном у нас там как-то бесплатно все. Просто что вот сюда вот ехать, из-за каких-то там 5 человек они не хотят эти бланки туда в Алекму отправлять, я не знаю почему. А нарколог и все, психиатр у вас там все есть? Да, я и проходил, я оттуда бланки взял еще, что я не состою нигде ни на учете, ничего. А они говорят, нам такие здесь не нужны, мы сами все
проверяем здесь вас. Лучше бы сказали, что рецепты надо взять и от своих врачей, какие там лекарства принимаем, тогда бы другое дело. У нас даже такой информации не было. У Юрия, несмотря на отсутствие диагнозов, также возникли трудности с прохождением комиссии в Якутске. Вот эта бумажка, вот эта медсправка, находится, говорят, только в городе Якутске, либо в Ленске. И вот пришлось мне ехать в город Якутск. Все за свой счет. Проезд, проживание. Я здесь всего 4 дня нахожусь и уже потратил 15 тысяч. На официальный запрос редакции о том, почему граждане вынуждены проделывать столь сложный и весьма затратный путь, чтобы пройти медицинский осмотр, Министерство здравоохранения Республики сообщает следующее. По вопросу отсутствия бланков формы 002 частного охранника, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 ноября 2020 года, Алекминская центральная больница сообщает, что фирма-производитель данных бланков не реализует количество менее 500 штук на одно юридическое лицо. Справки имеют срок годности до 5 лет, точнее до 1 января 2027 года. Ежегодно в Алекминском районе медицинский осмотр об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника проходит всего 4 человека. Соответственно, к 2027 году израсходуется лишь 20 штук бланков из 500 имеющихся. Таким образом, приобретение бланков данной формы для Алекминской центральной районной больницы является нецелевым расходованием средств. В связи с вышеуказанным Алекминская центральная районная больница не может приобрести данные бланки. Предлагаем вам пройти медицинский осмотр в городе Якутске за счет работодателя. Охранное агентство, куда устраивались мужчины, в свою очередь ситуацию комментирует следующим образом. Что хотелось бы отметить? Здравоохранение, они обязаны на местах проводить данные медкомиссии, тем более Алекминск, извините меня, это не какой-то поселковый там субъект, а это целый город. Также были проблемы, скажем, в Усьянском районе, в Тиксе, но там они этот вопрос решили. На сегодняшний день там данные справки есть. Что мы услышали? Мы тоже связывались, конечно, и с Алекминском, с РБ. А что мы услышали? Они говорят, пожалуйста, за счет работодателя. Вопрос. За счет какого работодателя? Если гражданин не устроен на работу, кто за него должен платить? Сам гражданин должен платить, потому что он еще не устроен и не может не устроиться в охранное агентство, так как у него нет удостоверения охранника. Поэтому тут, конечно, непонятная позиция Министерства здравоохранения. И почему, на каком основании они пытаются перекинуть свою головную боль на других. То есть это их непрямая обязанность. На сегодняшний день редакции сайта известно, что Юрию Петрову так и не удалось пройти комиссию в городе Якутске. И мужчина по-прежнему остается без возможности занять вакантное место. С Сергеем Плотниковым на связь редакции выйти не удалось. Тенденция безработицы в отдаленных улусах была и остается актуальной на сегодняшний день. Вместе с тем, к сожалению, актуальным остается и такой вопрос. Когда подведомственные органы начнут придавать значение не количеству обратившихся граждан, а качеству своей работы?